Уважаемые участники, дорогие гости, мы начинаем. Сейчас будет у вас филиал Удачнинска. Наш Удачнинский филиал Якутского медицинского колледжа начинает свою работу, потом остальные филиалы, пока наши люди собираются, еще участники уже головного учреждения. Студенты сегодня здесь не вмещаются, они в другом кабинете смотрят через YouTube. YouTube сейчас подключен, все вы под обозрением всех желающих, кто пользуется YouTube Российской Федерации, вы все находитесь там. Вот этот аппарат постоянно снимает все ваши вопросы, разговоры, кто ходьбу, все. Начинаем. Руководитель Матрена Николаевна. Спасибо. Уважаемые участники публичного отчета Якутского медицинского колледжа, разрешите мне от имени педагогического коллектива и свыше 1500 армии приветствую вас всех здесь, присутствующих, и тех, которые сейчас пользуются через YouTube и смотрят в прямом трансляции наш публичный отчет. Также публичный отчет сейчас передается по площади Орджоникидзе на улице в большом экране. Ну, сейчас мы начинаем краткие отчеты наших филиалов. Пожалуйста. Филиал на Удачнинский. Там учебный процесс тоже происходит. Там у нас находится одна группа, которая благодаря муниципальному образованию, за счет средств муниципального образования и ГОКа Удачнинского, там студенты наши обучаются. То есть для Мирнинского района и для организации подготовка среднего персонала является приоритетной. Нет?
вот их. Давайте, если что, там оно будет идти. Пожалуйста. Уважаемые участники, наш публичный отчет, данные будет идти в рамках публичного отчета нашего министерства. Министерства образования и науки, который был доклад нашего министра Владимира Анатольевича Егорова, где основными факторами и среднее образование были в очень хорошем положении. Как здесь видите, в 26 районах нашей республики расположены 48 учреждений среднего профессионального образования. Следующий, пожалуйста. Среднее образование учится 23 290, как сказано в отчетном публичном докладе министра. И в том числе 6603 человека ежегодно выпускников. Отсюда наши выпускники занимают 409, то есть 6,2%. А от всего общего количества 23 290 мы занимаем 6,8, то есть 1595 студентов на сегодня обучается и филиала, и главном учреждении нашего учреждения. Теперь вы видите здесь программу подготовки у нас идет по специальности только. В министерстве вы видите, как еще имеется по профессиям. База обучения у нас только после 11 класса, а как здесь видите, оно большинство занимает. Форма обучения у нас только очная, мы занимаемся, и финансирование такой же бюджет и платно идет. Тоже в таком же соотношении, как указано в докладе министра. Публичный отчет. У нас вы название видите о нашей здесь присутствующей совместной деятельности участников образовательного процесса Якутского медицинского колледжа по выполнению госзадания по подготовке средних медицинских кадров за 2018 год. Как вы все знаете, что публичный отчет правда ежегодных способов обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения, форма широкого информирования общественности, прежде всего о родительской, об основных результатах, проблемах его функционирования и развития в отчетный период. В отчете предоставляется значимая, достоверная информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного нашего учреждения за отчетный период. Это не отчет директора, это публичный отчет. Здесь всех сидящих, кто нам помогает и сотрудничает для проведения образовательного процесса. То есть мы сегодня здесь присутствуя должны сказать, какой отчет мы даем для публичного обсуждения населению. И большое спасибо за предоставленное доверие, что этот публичный отчет я как директор сегодня оглашаю для вашего сведения. Пожалуйста, следующий. Ну, для этого, чтобы провести образовательное учреждение, как вы все знаете, или ССД, и свидетельства, они действующие у нас по законодательству. Второе. Вот цели и миссия и политика. Ну, здесь у нас изменена немножко миссия. Наша миссия, наше учебное заведение будет ведущим инновационно-образовательным учреждением, среднее профессиональное образование Республики Саха-Якутия, совершенствующим систему среднего медицинского образования Республики, эффективно внедряющим практику инновационные технологии и научные разработки, гарантирующим положение качества среднего медицинского образования в соответствии с требованиями потребителей, то есть наших работодателей. Но цель и политика, оно схожи с Министерством образования и науки нашим учредителям. Следующее, пожалуйста, как вы видите, критериальное назначение, педагогический коллектив. И все наши социальные партнеры стараются выполнить вот эти критериальные, которые указаны в нашем отчете и указаны в нашем плане, годовом плане. И в рамках этих показателей не ниже республиканских показателей. Поэтому
мы вот эти свои буквы, цифры, которые вам необходимы, здесь увидите. Пожалуйста, количество поданных заявлений, как видите, 1995 за прошедший год. К сожалению, мы взяли только 362 человека. То есть 1633 заявления абитуриентов мы сказали, приходите на следующий год. Тем самым мы нарушаем федеральное законодательство, мы не удовлетворяем потребности желающих, чтобы получить наши специальности, удовлетворить. Пожалуйста, следующий. Следующий этот конкурс составил, как уже видите, 7 человек на одно место. То есть, еще раз это говорит о том, что у нас доступности нету, которая указана в федеральном законодательстве. А разрешение вопроса только расширение нашего учебного заведения. И здесь, если взять, нынче у нас проходной балл от 4,56, то есть, которые учатся только на одни половины четверки, все остальные пятерки, и фармации самые у нас наименьшие, это 3,67 баллов. Вступительные испытания для нашей специальности обязательно стало требование согласно федерального законодательства, поэтому у нас автоматическая система пробный-тест сделали профпригодность, пропорциональную пригодность наших абитуриентов уже когда они пришли с заявлением. Ввели 18 год модель студента. Вот здесь сидящие вы все, мы должны были сделать модель современных специалистов среднего звена. Вот эти новые требования, которые предъявляются нашим студентам, и мы все здесь сидящие преподаватели, студенты, стараемся это выполнить. Следующее, пожалуйста. И вот пропорциональные компетентности, начиная внимание, ответственной усидчивости, доброжелательности, вот эта каждая направленность у нас соблюдается согласно федеральных государственных стандартов 3+. Для того, чтобы вот это все соблюдать, вот мы все с вами сидящие. Наше инновационное направление обучения, вы здесь видите себя. Наши, которые мы в сетевом обучении, вот они, мы сидим в дуальном обучении. Вот наше непрерывное образование нашими высшим учебным заведением. Вот требования ФГОС, которые требуют квалификационный экзамен, демонстрационный экзамен и курсовая работа, и защита ВКР. Также где последипломные рабочие места, которые мы делаем, международное, участие в проекте и гранта, и молодые профессионалы, WorldSkill Russia, которые мы дошли до российской. Дальше об этом буду говорить. Мы готовим, как видите, 8 специальностей. Благодаря правительству и Министерству образования и науки мы добавили вот 2 новые профессии. Прикладная эстетика очная, технология эстетических услуг, которые входят в топ-50. Топ-50 республик входит лечебное дело, сестринская, акушерская и лабораторная диагностика. И нынче мы дальше будем продолжать. Еще нами не освоен образовательный процесс, когда, как есть потребность, мы нынче вводим медико-прагматическое дело, и у нас нет оптика. Технику оптик мы еще не готовим. Дальше. И требования ввели в 2018 году региональный компонент. Вот. И в связи с тем, что потребности наших работодателей населенных пунктов, мы теперь ввели якутский язык в медицине. Те термины, чтобы наши обучались, 361 и история Якутии. Чтобы это введение этих дисциплин углубляет, расширяет знания по бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям народа. Пожалуйста. Второй у нас онлайн. Вот и стала у нас тоже приоритетной финансовая грамотность. За этот период у нас сегодня здесь привлечено 758 студентов. Вот здесь вы видите 32, вот здесь вы видите марафон 212, 305, 72 часа мы даем основу предпринимательства. После тех требований, которые ставятся
жизненное. Мы стали делать предпринимательство 72 часа нашим студентам обязательно. Пожалуйста. Численность наших обучающих сейчас составляет на сегодня, в конце года, 1595. Если взять по специальностям, они вот так. И то, кроме того, у нас 199 человек находятся и обучаются в наших 5 филиалах. Возрастная категория, тем самым мы тоже, как и соблюдаем, федеральное законодательство о доступности. Как видите, от 15 у нас лет обучаются, 18 30 79%, 30 40 15, 40 до 50 4 и 3%, 5 человек, кому 50-56 лет они обучаются. Ну, вот это я хочу сказать, изменение такое, что все возрасты стали, ну, готовиться, скажем, вот это последние 340 лет, это показывает, как мы считаем, последние хорошие изменения государственной политики и Республики Российской Федерации, модернизация здравоохранения и к нему по зарплате увеличение. И это дает большой рейтинг медицинского специалиста, и стали вот у нас обучаться и 30, 40, 40, 50 и более. Но это, с одной стороны, у нас тоже стало хорошо. Почему? Потому что и в связи с этим у нас здесь стало наставничество. Наставничество уже наша группа, где имеется возраста год или год и возраста 15-17 лет. Пожалуйста. Ну, к этому слайду, я думаю, вы сами сделаете выводы. Здесь я не буду говорить. Всего, дайте обратно. Всего у нас нынче поступило 80 человек после среднего пропорционального образования. 5% составляют от поступающих. И в высшем образовании поступили 113 человек после университета и после сельхозакадемии. Они, это тоже говорит, что те изменения здравоохранения положительные. Та новизна, которая делает сейчас здравоохранение, людей привлекает. И они стали вот обучаться. Ну, здесь каждый доля обучающихся, вы видите, сколько у нас обучающихся занимает от общее количество. Но это каждый вы сами отсюда вывод. И дальше идет. Филиалы и отделения наши, как вы видите, что в бюджете это написано, это средства муниципальных образований. Только что я сказал, что наши муниципальное образование Ленска, Нюрба, Удачный, Хандыга, они привлекают свои средства муниципального образования. Тем самым они помогают, чтобы выйти из того положения о недостаточности или обеспеченности медицинским персоналом. Пожалуйста. Ну, здесь средства. Вы видите, сколько это они выделили денег нынче. Видите, да? Свыше 3 миллионов для того, чтобы дальнейшая была подготовка. Дальше. Мы каждый последний год, у нас выполнение идет 99,5, 99,8. Нынче мы почему не выполнили, у нас 2 человека, акушерское дело. Не выполнили, они должны были прийти от внебюджетного сюда бюджет, но они отказались в связи с тем, что они идут на свободное распределение, и поэтому отказались идти на бюджетное. И они закончили внебюджет, и набора у нас 2 человека у нас вот не хватило по данному специальности. И получило у нас затраты государства на одного нашего студента, который у нас финансируется, было 100, теперь стало 137. Ну, отсюда видно, сколько процентов, и сама экономика, как у нас растет, вот это и показывает. Но здесь хочу сказать, филиал расход на одного студента для подготовки и муниципального образования или нами, которые бюджетные места, составляет 85 тысяч рублей. Ну, движение обучающихся у нас тоже есть. Видите, самые основные причины способственно желанию. Но это, то есть наша работа, это наша задача, чтобы работа мотивировала
наших абитуриентов, которые поступают. Это у нас просто нарушений не было, никто не отчислен был, и по другим причинам 0,5 ушли на 5%. Итого где-то у нас, если вот это добавить, около 3% за год бывает отчисление. Это если взять где-то 50 человек по этим причинам, собственно, и они выбывают. Поэтому мы работаем, требующие особого внимания СТОВ. Вот это ввели новое. Каждый студент, который у нас с первого дня уже дает сомнения, работа по СТОВ. Пожалуйста. Дуальное образование – это требование тоже Российской Федерации, что мы должны развивать. Мы его развиваем со школы. Дуальное образование. Чтобы это наши были потенциальными нашими студентами, абитуриентами. Вот наша школа, которая вторая школа, за счет своих средств, вариативной части, они нам нашли эти средства, и мы их обучаем, их класса. Вот сейчас, если они хорошо закончат, чтобы мы дальнейшее, как новосибирский опыт, хотим их взять второй курс. Они за эти 2 года проходят первый курс нашего сестринского дела. То есть первый курс только. Это младшая медсестра по уходу. Если этот курс они здесь модуль пройдут, то они могут на второй курс перейти. То есть срок обучения мы можем уменьшить для своих, чтобы наши студенты быстрее дошли до своих работодателей. Пожалуйста, вот у нас показатель государственной итоговой аттестации. То есть результат нашего общего труда и наших партнеров, социальных партнеров, это наши больницы, которые способствуют, помогают и воспользуются моментом. Хочу сказать большое спасибо, начиная с всех медсестер и кончая руководителем медицинской организации, зато способствует и получается, видите, какой результат. Качество стабильно идет одинаково 82%. При 100% успеваемости диплом отличия получает 4,3%. Тоже в одном, можно сказать, уровне получает. Пожалуйста. Основное теперь у нас направление дополнительное образование, которое тоже было отражено в публичном отчете министра. У нас оно идет, дополнительное образование идет у нас и среди наших студентов. Пока они обучаются в первом курсе, они осваивают рабочую профессию. Младшая медицинская сестра по уходу за больными и медицинский массаж. Чтобы они могли, пока работают, у нас 30% студентов, они в вечернее время работают у наших социальных партнеров. Вот поэтому нынешнее требование, которое требуется вот это, они обучаются. Нынче обучились 295 студентов, выпускников, которые и желающие после первого курса, вот они. На следующий год мы увеличим его маникюрши и педикюрши. Пожалуйста. Теперь основные показатели повышения квалификации, тоже это идет дополнительного образования, где у нас обучается 2438 человек, которые пошли рабочей профессии, и по этому вопросу мы дальше продолжаем. И, пожалуйста, покажите следующее. Вот красные точки вы видите, где были наши все сотрудники нынче за год. Столько они были командированы, если ездить, чтобы на местах их обучать, чтобы оттуда не приезжали те медицинские работники, чтобы не приезжали здесь, и экономически это выгодно. Здесь хочется сказать большую поддержку Министерства здравоохранения Республики, чтобы наши съезды, они финансово и транспорта помогают, чтобы наши это функции обеспечить. Вот этот приказ о выездных циклах нынешний год тоже подписан министром. Мы уже 19 год взяли, потому что оно согласуется с министром здравоохранения Республики Саха-Якутия. Ну, еще у нас самое основное, можно сказать, это сотрудничество с федеральным университетом. Ну, у нас выходят мотивированные студенты, которые хотят потом стать врачами. И второе, это их право, поэтому у нас
каждый 3 поступили абсолютно, если взять 45 количество людей, которые было. И здесь хочется сказать большое спасибо Федоровой Светлане Васильевне. Это декана дополнительное образование ЦВПУ, которое нам помогает и учит наших студентов, и мотивированы наши выпускники, потом могут стать врачами. Пожалуйста. Дуальное обучение у нас прослеживается и в практическом обучении по ПУГОСТРе. Видите, проценты еще следующие. Вот наше название наших больниц. Дальше. Вот эти по программам зависимости от специальности, зависимости от курса, но прослеживается от 37%, если в первом курсе они практика, то есть дуально, они находятся у наших партнеров, в конце они доходят до 90%, весь учебный процесс идет в наших социальных партнеров. Вот наши социальные партнеры. Ну и здесь хочется сказать, что нашим вот это способствует, чтобы наши студенты были, все, что видели и работали, что есть передовое, что есть новое. Потому что там наши партнеры очень хорошие, достойные оборудование, специалисты, которые дают свой опыт нашего обучения. Традиции наставничества у нас прошли, как уже сказал, в школе, в колледже, это возрастном. И у нас имеется нашими главными медицинскими сестрами медицинской организации и старшие. Вот они, когда есть закреплены. Кроме этого, у нас есть ветераны здравоохранения Республики Саха-Якутия, которые встречаются ежемесячно у нас, с нашими студентами. Также наши преподаватели, врачи и администрации, и преподаватели колледжа. Пожалуйста. Ну и наставники наших студентов трудятся в этих наших медицинских учреждениях. Прошло изменение образовательного процесса по подготовке обучающихся. Теперь, как вы видите, мы Мирный, Ленц, Нюрба, Удачный, Андга. 5 филиалов. И практические занятия внедряют симуляционные центры, вот эти у нас, которые имеются. Нынче у нас будет, уже конкурс аукцион прошел, мы по стоматологии ортопедической делаем, по новым требованиям симуляционный кабинет полностью. Пожалуйста. Ну, в симуляционном обучении вы все знаете, что должно быть, что мы прослеживаем, и которые у нас открыты симуляционные. Вот 6 штук, пожалуйста. Вот они в таком типе, все однотипно сделаны. Это последняя аптека, которая, может, некоторые были, в этом этаже есть, некоторые, может, не были. Так, пожалуйста. И сетевое взаимодействие. Благодаря Министерству образования и науки мы сетевое взаимодействие находим и другими учреждениями СПО и ИРПО. Благодаря этому мы освоили новую специальность, это прикладная эстетика. То есть с ними вместе это одно методическое объединение, которые нам помогли. И, пожалуйста, результаты работы. Вот сейчас мы демонстрируем, что новое у наших девушек вы увидите и маникюр, и своими. Вы видите, если кто специалисты, может оценить то, что у них сделано. То есть это их работа. Пожалуйста, теперь мы вот только что сказали, благодаря ИРПО, да, это нашего института развития профессионального образования, мы за 2 года и поддержки Министерства и правительства мы 2 года дошли до национального чемпионата по прикладной эстетике. Мы бы вот регионально победили, отборочно победили, и национально 2 года и участвовали в Южно-Сахалинске. Это вот сетевое обучение дает свои плоды. Там единое требование по методике дает
наших кабинетах, некоторые уже видели и были. Пожалуйста, выпускники. Выпускники 2018 года у нас 409. И сейчас вот это выпускники нынешние 18 года, это были выпускники 14, 15 года, 15 года, которые нам. Здесь хочется сказать большую работу с Министерством здравоохранения по профориентационной работе и целевой форме поступления в наше учебное заведение. И в результате, видите, как КСП при контрольных цифрах приема 25, мы нынче выпустили 27. И вот остальные еще пошли другие специальности. Итого, видите, сколько мы метим, 114. Это фельдшера. Теперь сестринское дело 202 ушло. Это Минздравие ушло. По специальности ушло 23 акушерское дело, лабораторное дело, диагноз 23, того 88% по распределению Минздрава. У нас сохранено распределение Минздравом Республики Саха-Якутия. Результаты вот такой хороший показатель. Работы частной фирме 0,5%, 2 человека переподготовки еще пошли. 84 человека поступили в медуниверситет и другие учебные заведения высшие. По уходу сидят 24 человека, армии служат 2 человека. И по уходу, те, которые направлены есть, у нас на сегодня нетрудостроены по разным причинам, которые мы изучаем, 20 человек, выпускников от 409. Это 4,9%. Участие нашего учреждения по компетенциям WorldSkills. У нас 3 компетенции: медицинский, социальный уход, лабораторный медицинский и прикладная эстетика. По годам после, если взять, мы с 12-13 года участвуем в этом WorldSkills, и в результате видите, как они улучшаются. То есть тем самым мы показываем уровень подготовки наших студентов. Пожалуйста. Ну и вот молодые профессионалы, они как проходят у нас в этих отборочных чемпионате, и у нас здесь вот такие были. Нынче у нас были южно-сахалинские. И с 19 года у нас нынче уже идут 19 юниоры, школьники. По 3 этим компетенциям мы будем в соревновании юниоров, поэтому приглашаю 18 числа по 23, чтобы участвовать. Пожалуйста. Вот колледж проводит целый комплекс здоровья и сберегающих мероприятий. Здесь тоже хочется сказать большое спасибо нашим лечебным учреждениям, то есть организациям, медицинским организациям, которые, видите, у нас, если посмотреть, 68 практически здоровые студенты, 29 факторами риска и студенты хронические составляют. И здесь, как видите, наша сейчас актуальная вакцинация у нас делаем мы в сентябре-октябре, благодаря нашей поликлинике обязательно, и составляет 87% охвата. Это хороший. И полиографию мы проходим 2 раза в год. 2 раза в год все студенты и все работники, поэтому у нас 100% идет. И наркологическим нашим диспансерам 100% первокурсники проходят на исследование мочи на содержание наркотических веществ. Это требование, чтобы у нас не было наркозависимости среди наших студентов, потому что в будущем они специалисты в связи с лекарственными веществами. И кариозные 50% иметь, это наши стоматологи, наши поликлиники помогают и выявляют наших студентов. И мы станции переливания крови за 3 года сдали 85 литров, 500 миллилитров крови. Пожалуйста. Мониторинг состояния здоровья у нас ведется. Вы видите, вот они, какие заболевания у нас имеются и сколько процентов они составляют. Это практическое здоровье, это год берет. Оно на одном и том же уровне. Но слишком таких изменений, можно сказать, нет. Это и говорит о качестве обследования абитуриентов, которые вот это выявляют. Пожалуйста. И итогом дел государства
согласно законодательству идет первичная аккредитация специалистов. Вот. По требованиям симуляционного центра ЕМК, по требованиям Минздрава России, МСА, Росомеда, для аккредитации выпускников нынче мы провели эту работу средствами, своими бюджетными средствами. Вот это. И в результате мы нынче были готовы для работы аккредитационной комиссии Минздрава Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Вот 4 человек в Минздраве Республики нынче была аккредитационная комиссия. И сегодня присутствует здесь Ирина Семеновна Мордосова, председатель аккредитационной комиссии. И все вот эти председатели, эксперты, вот они провели впервые первичную аккредитацию наших студентов. Было заявлено 405 заявлений, вот некоторые 5 выпускников отказались, написали заявление, это приехало по болезни ребенка, а 3 заявления отказали от прохождения первичной аккредитации. Но нынче они хотят теперь проходить. Да? И вот по специальностям как бы все 100% сдали, то есть они получили допуск Минздрава Республики Саха-Якутия, что они могут работать специалистами. То есть их взяли свои ряды. Поэтому мы очень благодарны аккредитационной комиссии Минздрава Республики Саха-Якутия. Педагогической работе вот эти все результаты дают уровень педагогических работников нашего колледжа. Вот как вы видите, 85 преподавателей штатных, кроме этого у нас совместители, и вот сколько у нас категорий, что имеется. Пожалуйста. Повышение квалификации прошли работники, нынче от плана 28 у нас было нуждающихся запланировано 260%. И здесь хочется сказать большое спасибо институту и министерству, что это прошли повышения, бесплатные повышения. И результаты мы столько выполнили. И вот последние годы, как видите, мы постоянно растет, то есть некоторые преподаватели обучились по несколько специальностей, Пожалуйста. Практическая конференция, но постоянно у нас идет, как вы видите, оно одном и том же уровне, но мы улучшили качество. То есть перешли на российский и вот международный уровень. Вот уровень оно повысили. Методическое обеспечение дисциплин у нас стало единое по всей системе Министерства образования и науки. И здесь хочется отметить все сообщество методического обеспечения, которое нам обеспечит. Видите, у нас и публикации 55, и учебные пособия, которые рабочие тетради разрабатывают наши студенты в одном уровне находятся. Пожалуйста. Обучающая научно-практическая конференция Олимпиада у нас тоже выросла. У нас вырос 2 раза международный уровень, то есть улучшается качество участия. Используем инновационные методики обучения студентов. То есть мы сейчас, благодаря республиканской больнице номер 2, удаленное присутствие, то есть не присутствие там, то есть, находясь здесь, студенты участвуют через роботы. Но здесь самый главный, который ввел это робот, Николай Семенович, здесь присутствует, Дешковский, да, с университета нашего медицинского института. И мы до сих пор, это с его начала, мы это работаем. И те операции, которые необходимы, и работы медсестер, операционных медсестер, мы в удаленном присутствии и смотрим. Пожалуйста. И укрепление международных связей. У нас оно развивается. Нынче наши студенты были в Казахстане и показали свое мастерство. Сейчас они готовятся в Финляндию, чтобы показать. Прошу, пожалуйста, студенты. Я немножко чаще. Please come in. Hello.
Hello, my name is daughter. My name is Maria. So she has diabetes and she drinks a lot of water last time and she has nausea, sometimes vomiting. На английском языке. I always want to drink and I have high temperature. I'm fear. I'm about it. Okay, I see. Actually, these symptoms is normal for your disease. Did you check your blood? Yes, it was 7. So, okay. Did you eat something today? Nothing. I think that probably in your visit dietitian and exercise physiologist the next week. Okay. If you have any questions, please address me. Okay, thank you very much. Hello, Sonia. Hello. Masha. Hello. My name is Drew. I'm a dietitian. So I heard about your complications. So the diabetes diet simply means eating the healthiest foods. It's vegetables, fruits, and whole grains. And it's about avoiding the trans fats, saturated fats, cholesterol, and sodium. It's all baked goods, fried goods, food. So, and if you will keep this plan, it will help you avoid your complications like you have thirst, vomiting, nausea. If you have any questions, please. What about coffee? Coffee you can drink it, but don't add too much sugar. Okay. Bye. Yes. Thank you. Hello, my name is Ivan. Hello. Exercise in diabetes it's very simple and it is not difficult to repeat them. Exercise number 1, start position basic, put your foot in back and raise hands up and fail. And return to static position, exhale. And out foot put back and raise hands up and exhale. Return to static position, exhale. Repeat the whole 5 times. Okay. Okay. Thank you very much. Should I do it every day? Yes, of course. Okay. Thank you. Goodbye. Goodbye. Давайте поблагодарим. Вот это наше новое направление, это согласно того государственного подхода к одаренным детям. То есть мы воспользуемся моментом, благодарим родителей этих студентов, которые в школьные годы их учили, притягивая любовь к иностранному языку. Вот это наши уже студентам став, сейчас они могут участвовать в международных и других олимпиадах и поднимать рейтинг нашего колледжа. Сейчас наши студенты и по требованиям нынешнего времени не только должны знать якутский язык, не только русский язык, но еще должны знать иностранный язык, потому что сейчас все оборудование, которое передается при обслуживании, надо переводить. Поэтому эти первые наши ласточки, они очень достойно там участвовали, сейчас они готовятся к участию, кроме своих учебных часов, они и по гериатрии, по уходу пожилых людей тоже, чтобы общаться. Поэтому, уважаемые наши партнеры, если у вас будут социальные ваши партнеры, которые совместные предприятия иностранными языками, пожалуйста, заказывайте. Мы готовы вам готовить специалисты со знанием языка полностью, что они будут разговаривать. Об этом может подтвердить Николай Семенович, когда был представитель профессор Канады, наши студенты с ней общались на иностранном, на английском языке. Она была удивлена, что школьники, тогда не первокурсники были, что они умеют медицинские термины так хорошо и общаются, не только разговорные, которые сегодня они демонстрировали. Да, пожалуйста. Вот имиджевая политика. Ну, все вы видите, это наша на улице баннеры, который у нас внутри, и вот оно стоит, которое всегда мы с собой повсюду возим, и это способствует нам привлекательность, и здесь уже идут наши все показатели, которые... Ну и один из главных тоже, мы должны готовить гражданина, только что сказать специалиста, кроме этого мы должны готовить гражданина Российской Федерации. То есть этот человек должен быть, все человеческие хорошие качества, чтобы вникать, чтобы сделать, это наша воспитательная работа. Оно является у нас и приоритетом. Пожалуйста. Вот охват студентов в неурочное время нашими составляет сколько процентов?
нам мешать, чтобы мы обучаемся 2 смены. Сейчас тоже студенты обучаются, мы здесь находимся, но они некоторые обучаются до 8 часов, поэтому некоторые места у нас заняты ими, и невозможно их еще оставить. Второе, у нас работает, видите, да, 29% студентов у нас работают. То есть они вечером не могут остаться, то есть семейные. Вы возрастной состав видели, свидетели, вот такие у нас показатели. Если взять по докладу, знаете, вот милосердие, и благодарна, что в России был у нас год милосердия и добровольчества, мы подняли этот уровень, 1834 было участие добровольцев, которые участвовали во всех делах милосердия, различных социальных слоях населения, и индивидуальные, и групповые, и другое. Пожалуйста. Потребное предоставление общежития. Я написал здесь проблема. У нас 661 одно заявление поступило для общежития. Мы обеспечили 307, то есть 56%. 56%. Поэтому, ну, если отсюда вычитать вот это вычитаете, да, около 300 человек сейчас арендуют наши студенты. То есть тратят деньги родителей в связи с тем, чтобы 3 года обучаться. Если это в среднем в год получается 70 тысяч, 10 месяцев надо жить по 7 тысяч, если одно койко, то это за 3 года они, родители, должны 180 тысяч рублей только за проживание. Кроме этого, надо питаться. Кроме этого, за оплату, за учебу, если это в бюджет поступит. Поэтому необходимость общежития мы ставили и будем ставить. У нас место зарезервировано, имеется. Очень рады, что Министерство образования и науки нас для того, чтобы мы подготовили план задания для составления проекта. Пожалуйста. Ну и поддержка обучающихся, как вы видели, государство столько денег тратит на академические стипендии 16 миллионов, социальную стипендию 12 миллионов, проезд малообеспечен 2 миллиона с лишним, питание 8 миллионов 700, санаторно-курортная 301 тысячу, на материальную помощь 1 человек получил и премии 260 1195 рублей. На сегодня, за прошедший год у нас была стипендия первокурсника 1610, переуспеваемость 4,5, 2013 и отлично 2415, социальная стипендия составляла 2415, питание 2412. Студент учится отлично. Социальные стипендии, если имеет право получить и питание получает, тогда его стипендия получается за 7 тысяч рублей. За 7 тысяч рублей. Но не все это, конечно, получают. Пожалуйста. Здесь сироты. Как вы видите, у нас сироты нуждаются в государственном обеспечении. И государственное обеспечение их составляет 18 220 рублей ежемесячно, юношам 19 201. И выпускники сироты получили по окончанию 134 237, чтобы трудоустроиться. Это государственная поддержка. Они получили все. Поэтому задолженности ничего у нас здесь тоже не имеется. Пожалуйста. Именные стипендии у нас практикуются, и дальше мы тоже продолжаем, поэтому этот разговор тоже мы, новый министр здравоохранения, обсуждали, что если желающие у нас имеются, те, которые именные, это наши руководители организаций наших медицинских, и те, которые профсоюзов, и те, которые родственники от имени своих, которые у нас обучались, они дают им единовременные премии. Пожалуйста, следующий. Как проводятся родители у нас через беседы, общение, отправка писем, личный прием родителей у нас проводится. Нынче отправлено 246 писем. Видите письма какие? Это мы отправляем родителям, у кого студенты хорошо учатся, благодарственные письма от подписью директора.
И такое письмо. Письмо. Вас студент не желает учиться, поэтому просим, чтобы родители с нами сообщали, сотрудничали, чтобы устранить вот эти в первом курсе имеющие недостатки. Ну, молодые годы бывают, но я хочу сказать, я писал 246 писем в этом семестре, пожалуйста. У нас проблема вторая, это изношенность. Ну, вы все знаете, здесь Владимир Ильич в первую очередь, наверное, знает мораторий. И в результате моратория у нас изношенность нашей компьютерной техники. Нынче мы должны, год взяли себе компьютеризации, информатизации, управление, государственное, общественное управление образовательным учреждением через фирму Аверс. Это по рекомендации министерства и по согласованию совета директоров нашей СПО мы нынче берем вот эту линию. Пожалуйста. И мониторинг компьютерного парка. Видите, всего у нас 383, это мало, для 1560, это 95 студентов. И 194 это на списании сети, которые 163 уже. Вот программа информатизации, которая у нас до 23 года сейчас планируется. Ну, здесь хочу сказать, в связи с информатизацией Ермия пожелали нам тоже сделать свое взаимодействие по системе МИС. Пожалуйста. Наши достижения, вот видите, которые только 18 года. Мы лауреатом стали, топ стали, студент-лидером стали, лучшая организация среднего профессионального всероссийского конкурса и лучшие практики наставничества, тоже, которые нами проводятся. Пожалуйста. Задачи 2019 года. Самое основное, вот это самое главное, которое мы должны сделать. Вот здесь вы все видите, какое у нас будет информационное управление нашим учреждением. То есть все будет информатизировано. Для этого просим нашего депутата Владимира Ильича, чтобы он тоже поддержал нас. Всегда он поддерживает, я думаю, еще поддержит, чтобы мы это дело продвинули, потому что вот мы стали с фирмой Аверс. Здесь у нас имеется дорожная карта на 3 года, соглашение подписано на 3 года, чтобы вот это внедрить все, пожалуйста. И доступной средой министерство уже нам выделяется 2 миллиона 500 тысяч денег, чтобы в нашем колледже не было проблем ну, с теми инвалидами и другими какими-то проблемами людям, чтобы это сделать. Нынче мы должны сделать. Приказ уже издан, деньги уже предусмотрены. Пожалуйста. Планируется открытие симуляционного центра филиала НЮРБе. Больница выделили квадратный метр дополнительный и 3,9 миллионов выделили для этого симуляционного, это муниципальное образование. МИР нам дали 110 квадратных метров, 1 миллион 800 уже они выделили, симуляционное оборудование уже купили, манекены. И Ленская 92, 900 тысяч рублей выделяли, и Ленские, ну это посредственно. Нынче впервые в истории Дальнего Востока в филиале у нас обучаются лечебное дело. Тоже за счет муниципального образования Ленский. Потому что глава Ленска, муниципальный образование Ленский район, понял о необходимости обеспечения фельдшерами и выделили эти средства. Но здесь большая работа Леонида Пантелеймоновича Егорова, главного врача медицинской организации, который сделал свою большую работу, чтобы это все было. Но здесь есть заслуга наших главных врачей и муниципальное образование, которые на этом работают. У нас еще осталось это Хандыга. Ну, планируется аккредитация нынче, поэтому смотрим Ирину Семеновну. Нынче у нас увеличивается специальности, еще 2 дополнительные специальности будет стоматология и фармация. Поэтому стоматология новая, все готовим все. И по фармации мы уже сделали по всем требованиям благодаря фирме Рослик. Они предоставили 500 тысяч все оборудование, все программное обеспечение. Мы только ремонтировали помещение и предоставили Рослик
по изготовлению лекарственных средств. Просят у нас помещение, остальное все они сами делают, и наши студенты обучаются. Этим самым хочу сказать, в последнее время работодатели стали понимать о том, что каких специалистов с их участием надо готовить, чтобы потом повторного обучения не было. И ключевые задачи Министерства образования, они с нами вместе. Те вот национальные проекты образования и демографии, указ главы от 22 ноября 2018 года о стратегическом направлении развития образования республики, стратегия социально-экономического развития республики Саха-Якутия. Мы тоже, как и наше министерство, как и Министерство иностранных, требует его задачи, мы к его выполнению идем. Это наши самые основные ключевые задачи. Они соответствуют, как и Министерство образования и науки. Пожалуйста. Ну и хочу закончить свое выступление словами Владимира Владимировича. Хорошая система профессионального образования в интересах самих регионов. Это базовое условие для их социально-экономического развития. Вы все знаете, что система СПО – это прерогатива региона. Поэтому и регион, последний, вы, наверное, отчета министра образования и науки видели, сколько выделено было средств на наши среднепрофессиональные учреждения. 360 только с лишним миллиона на приобретение. Нашему Нерюнгринскому медицинскому свыше 20 миллионов они получили грантом благодаря Ирине Ивановне, главного директора, и получили, оснастили свое оборудование по всем требованиям по сестринскому делу. Спасибо за внимание и прошу, что вот это у нас краткое содержание нашего публичного отчета. Весь отчет будет в сайте, и оно будет и в важных носителей, если желающие. И сегодня мы очень хотим, что те, которые видели, что не останутся равнодушными, и сделать свои предложения по улучшению нашей деятельности. Спасибо. Так, ну что ж, теперь у нас свободный микрофон. Желающие, пожалуйста, или вопросы давайте начнем. Я и коллектив мой педагогический, и мои заместители готовы отвечать на ваши вопросы. Давайте сперва, если вопросы есть. Дмитрий Николаевич, вот фирма Аверс по информатизации, там какое отношение, как связь идет там на Аверс? Аверс мы вышли по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации. Они специализируются на информатизацию только СПО. До этого были школы. Теперь они разрабатывают СПО. По их, как пилотный, мы сейчас пилотный вошли, они были в Калининграде, еще в этом, как Южно-Сахалинске сейчас делают, и мы идем. Вот так они взяли нас пилотными. Какая моя поддержка от меня? От вас, чтобы наши счета за счет внебюджетных средств для приобретения компьютер-техники пропускались нашим уважаемым Алексеем Александровичем Стручковым и его комиссией межведомственной, чтобы в первую очередь пропускались. Да, потому что без компьютера невозможно изучить или обучать, как у нас, да, наших специалистов, наших студентов. Спасибо. Да. Каким образом хотите внедрить систему модуль? Да, вот систему модуль, это сейчас мы в этом году ставим и же обязательной. Для этого мы сейчас структурные изменения делаем. Анна Саргалана, встаньте, пожалуйста, под руководством Центр информатизации открывается. И она сейчас взялась, и человек, и все преподаватели. То есть это мы даем возможность, как уже говорили, на дистанционно обучение. Один из факторов, что дойти, как вы видели в отчете, на дистанционном у нас мы ничего не говорили. Наш университет готов помочь вам, значит, в методическом сопровождении, научном, потому что проводятся постоянно курсы, я вам дам
жители, там какие-нибудь предварительные расчеты и так далее. Но я понял. Да, все есть. У нас где-то, если это сказать, в общежитии лабораторном у нас должно строиться 6-этажное здание, вот где пустырь. И у нас примерно сейчас стоимость 760 миллионов всего. И есть банки, есть государственное партнерство, согласные люди, которые могут за 3 года строить, потом 5 лет, чтобы их деньги возвратились. То есть мы готовы. Для этого, поняв это, Министерство образования и науки нынче сказали, что мы обновили все расчеты для того, чтобы для проектирования, для выделения бюджета для проектирования. Потому что Министерство здравоохранения мы стояли весь проект 2021 года только. Поэтому вот его мы хотим сделать. Ускорить. Да, пожалуйста. Один вопрос. Вот библиотечное обеспечение, каким образом у вас? Да, адрес откройте. Да, вот здесь у нас, мы уже закупили их электронную библиотеку. Библиотека электронная у нас имеется. Здесь все автоматизированная система. Здесь клиента будет 200. 2000 у нас будет человек. У нас пользоваться будут удаленно и как угодно могут у нас пользоваться. И всего вот эта система у нас, вот эта вся система у нас обошелся 80 тысяч. И ежемесячно мы платим 4 тысячи за обслуживание системы. Вот они делают. И у меня, например, сайте, мой компьютер здесь, в сайте автоматически буду выходить, будет отчет военкомат или другой, автоматически все выделяется. И видно, вот эта библиотека, как вы сказали, видно, каждый, что если родитель придет, спросит, вот как учится Иванов, я нажимаю кнопку библиотеки и видно, этот Иванов сколько книг нынче это взял, учил, и сколько преподавателей, какие книги взяли, все будет здесь видно. И пропуски все тоже у студентов, все видно, автоматизировано будет. И какие модули прошел студент, и оценки, все тоже здесь имеется. Мы уже электронный город имеем, но это лучше для нас. И сейчас министерство порекомендовали, и другие. Мы являемся пилотным. Пожалуйста. А преподавательская деятельность? А? Преподавательская деятельность сам отражает? Обязательно. Обязательно. Тоже автоматизированное будет. Нынче мы будем получать через госуслуги. Прием документов. Через госуслуги. И последний вопрос можно. Вот вы говорите о том, что каждым годом участие в международных научно-практических конференциях и так далее. И вот хотелось бы услышать, есть ли публикации индексируемых в ваших журналах или римсовских? Вот это градация. Да, имеется. Имеется. Как уже это очень важно сейчас. Ваковские у нас так тоже есть, международное, но большинство можно сказать. Но здесь вот он пошло. Могу ответить, да? Да, можно. Из 55 штук, ну, 20 это римцевские. Вот можно было отразить. Ну, да. Вот у нас публикации. Да. Из Всё. 55 26. Хорошо. Нет? Давайте. Еще, пожалуйста, вопросы? Нет вопросов. Ну, да, пожалуйста. Вы сказали, что вы вот в области фармацевтики, да, будете сотрудничать с компаниями, в них же инвесторы, как вы называете, да? А вот Сахафармацию, как импорт-замещение, не хотите рассмотреть? Мы все мы согласны сотрудничать, но факт 2018 года мы с Сахафармацией нам не видели и с нами еще не разговаривали. Если есть такая, мы согласны, пожалуйста. Да, рассмотреть мы готовы. И последняя реплика можно? Мгм. В этом году прошел год добровольчества, волонтерства, да? И вот на той неделе прошел отчет Министерства по делам молодежи и семейной политики. И очень похвально,
что медицинские учитель на базе СВК по переподготовке, то есть вручением удостоверения или диплома даже. Мы вот такое дело начали у себя в университете. Но более подробно мы поговорим с Сахарой Семеновной, это Натальей. Ага, спасибо, Мария Михайловна. Что-то было. Достаточно вопросов, да? Ну, в заключение, ну, сейчас я микрофон уже вам дам, желающим. Хочу еще раз поблагодарить два наших министерства, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки за сотрудничество, что они оба нас ведут вместе, и мы с ними вместе и работаем. Те вопросы, которые стоят, мы стараемся реализовывать, и тем самым вот получается вот такая интересная работа. Но тот вопрос, который хочу передать родителям, за то, что они стараются, чтобы их дети или внуки стали медицинскими работниками, это очень хорошо, что мы это только приветствуем. Если там еще одаренные дети есть, мы сейчас стали те, которые называются IT-компьютерами. Поэтому мы сейчас с Москвой ведем разговор, чтобы подготовить IT-медик, специалиста среднего, айтишник-медик. То есть это новая профессия имеется сейчас, которая вводится. И мы себе отрабатываем этот вопрос, чтобы подготовить IT-медиков, которые, это требование жизни, наверное, будет. Поэтому нам нужны одаренные дети. Спасибо, и мы готовы, и мы способны к дальнейшему развитию этих детей. Да, пожалуйста. Есть вопросы? Кто выступать хочет? Пожалуйста, Владимир. Владимир Ильич, народный депутат. Уважаемый Дмитрий Афанасьевич, уважаемые и преподаватели, студенты медицинского колледжа, нашего ведущего образовательного учреждения. Подробный отчет. Я с медицинским колледжем тесно сотрудничаем, взаимодействуем. Сегодня вот многие те показатели, те слайды, которые показывали, сам принимал и участие, видел, знаем, и какая активная жизнь проводится, организовывается среди студентов, и конкурсы проводятся, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы отметить, что вот я знаю, в прошлом году Якутский медицинский колледж стал лауреатом российского конкурса лучшим образовательным учреждением среднего профессионального обучения. Это, мне кажется, очень высокая оценка, высокое достижение. Это очень высокое достижение. Дмитрий Афанасьевич, очень приятно и отрадно то, что вы именно уровень и качество образовательного процесса повышаете. Это все время это делалось и делается, но еще более импонирует то, что вы идете вперед и внедряете еще новые направления, именно необходимые для молодежи, для занятости молодежи. Вот то, что прикладная эстетика, сегодня вот озвучил то, что
по требованию и по велению жизни уже будем внедрять IT-медиков. Я считаю, что это очень важно. Все делается в ногу со временем, это очень важно. А по тем направлениям, которые стоят, и самая основная проблема, конечно, это строительство общежития, нового корпуса общежития. Это, конечно, очень такая серьезная, сложная, важная задача. И мы со своей стороны, конечно, все приложим все силы, чтобы и будем поддерживать. И то, что вот по информатизации, то, что вы сегодня заявили, конечно, также максимально все это учтем по ходу нашей работы. И отчет очень хороший отчет, оценку даю хорошо, и пожелаю дальнейших успехов в вашей работе, студентам хорошего учебного процесса, хороших отметок, знаний. Как говорится, ваши дальнейшие для республики очень нужны, очень потребность очень большая, поэтому всем пожелаю удачи и успехов. И самое главное, и педагогическому составу, и всем вам, и студентам пожелаю здоровья, берегите, мы все медики, берегите здоровье. И здоровье будет это самое ценное и самое главное в жизни. Спасибо. Дальше еще встречи, поэтому с вашего позволения я прошу. Спасибо. Нет, у совещание. Иван Яковлевич Егоров, член Республиканской общественной палаты. Спасибо. Я хотел от имени общественности республики обратиться к председателю комитета Государственного собрания Алтумен Владимиру Ильичу по поводу строительства общежития. Данный вопрос действительно рассматривается не первый год. Есть острая необходимость строительства этого объекта, тем более участок существует. Я помню, на уровне даже вот председателя комитета Алексея Юрьевна данный вопрос рассматривали. Поэтому, я, наверное, с вашего позволения могу лично сходить к Владимиру Ильичу от вашего имени, от общественности и попросить действительно, что он поддержал этот вопрос. Хочу сказать, действительно очень содержательный доклад. Спасибо, Дмитрий Афанасьевич. Все мы знаем, действительно, несмотря на трудности, вы проводите очень большую работу. Об этом мы неоднократно говорили. И на российском уровне, на уровне Дальневосточного федерального округа, ваш колледж, ваши филиалы являются действительно показателями высших достижений в области подготовки кадров для здравоохранения. Поэтому хотел бы вам пожелать дальнейшего успеха. Действительно, я горжусь вами, поэтому я сюда и напросился на ваш отчет. Хотел еще раз убедиться в том, что из года в год действительно ваши показатели улучшаются. Я поэтому очень рад и хотел бы еще раз пожелать вам, Дмитрий Афанасьевич, коллективу всему больших успехов дальнейших. Спасибо. Да, пожалуйста. Социальные наши партнеры. Хочу поблагодарить весь ваш коллектив
которую вы нам поставляете. В нашем учреждении, я представляю стоматологический центр, работают как медицинские сестры, практически 100% выпускники вашего колледжа, нашего. И, конечно же, ортопедическая стоматология представлена зубными техниками. Отличные профессионалы. И я всегда поражаюсь энергией, которая вот исходит от вашего учреждения. Мы только вошли в Новый год, только начали, как говорится, раскачиваться, а тут уже мне дают заявление, пожалуйста, профессиональная переподготовка зубных техников, профессиональная переподготовка наших медицинских сестер. То есть уже не даете расслабиться, мы уже идем, в Новый год вошли и с новыми задачами, с новыми целями пошли. Огромное спасибо. Дальнейших успехов. Я неоднократно свидетель была ваших подопечных студентов, которые исключительные музыкальные номера на всех мероприятиях выдают как настоящие профессионалы. Ну и также мы видим, какие спортсмены в рамках вашего колледжа растут. И, конечно же, профессионал своего дела. Это мы можем честно вот сказать, видя, какие выходят, у нас работают люди из вашего колледжа. Огромное спасибо, дальнейшего процветания, успехов. У нас большие с вами летом предстоят мероприятия по первичной уже аккредитации ваших выпускников. Я надеюсь, что все у нас получится в дальнейшей работе. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, действительно, медицинский институт Северо-Восточного федерального университета очень гордится своим сотрудничеством с Якутским базовым медицинским колледжем. У нас более 100 выпускников медицинского колледжа обучается и в лечебном, медико-профилактическом, стоматологическом, сестринском отделениях и фармакологическом отделении. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в 2020 году будет Международный год медицинской сестры. И, наверное, в этом году будет разработан вопрос о общежитии, наверное, решится. Хотелось сказать, что мы недавно были на совещании, Дмитрий Афанасьевич, мы слышали, что Министерство здравоохранения в последующие 5 лет намерено сделать очень большой кульбит по оказанию медицинской помощи, особенно в первичном звене. На наших выпускников ложится очень большая нагрузка. Многие нагрузки первичного звена будут передаваться в полномочия медицинской сестер, особенно по клинической части. И очень отрадно, что администрация медицинского колледжа обращает внимание на практико-ориентированную часть обучения. Планируется приобретение симуляционных центров, образования практического кластера. И это, наверное, в будущем послужит для качественного оказания, больше проспоров для качественного оказания медицинской помощи населению нашей республики. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, на плодотворное. Надеемся, что все наши усилия за благо здоровья населения нашей республики будут сбываться с каждым годом еще качественно и качественно. Благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, сегодня что хочется сказать, да? Вот мы ежегодно присутствуем в отчете нашего уважаемого директора, а нынешний отчет он прошел очень своеобразно, очень компетентно и очень отрадно то, что были приглашены и присутствовали, скажем, народные депутаты, делегаты, правительства, и коллеги от образовательных учреждений. Но это очень хорошо. И мы как-то, знаете, вот то, что мы делаем для нашей молодежи, общие усилия, тот же медицинский институт, да, вот, и вот эти 3 наши
колледжа в этом году очень неплохие результаты. Это тоже, я считаю, что это наш общий труд. Ну, если сказать того, что вот насколько выросла наша молодежь, это вот просто отрадно видеть. Если мы, выпускники, иногда бываем, вспоминаем свои 70-е, но сегодня просто, знаете, вот вместо них хочется посидеть и посоревноваться, и где-то языком тоже вот языковой барьер уже идет очень хорошо, да? Ну или то, что они вот на международном уровне участвуют, это все очень хорошо. И эта же молодежь приходит к нам. Вот в 2018 году вот ваша молодежь, выпускница ваша, да, у нас вот по линии ассоциации стала лучшей акушеркой года. Это, знаете, это тоже очень большой труд. Это вот по акушерству, кто преподавал, кто готовил эту выпускницу, да. Потом, значит, это учреждение, которое готовило этого человека. Она практику проходила. Девочка, она очень компетентная оказалась, да, хоть она и ростом метр 50, скажем так, да. Но вот сегодняшний, вот я вот специально следила, смотрела, совершенно другая молодежь уже идет. Вот какие-то 2-3 года они идут уже с большими разницами на сегодняшний день, да. Ну и то, что вот нынче добавляется 2 компетенции, это, конечно, очень отрадно. По стоматологии я даже и не переживаю, потому что там есть очень хорошие специалисты нашего среднего звена, да. Ну и то, что вот Ирина Семеновна под флагом ассоциации выполняет работу Министерства здравоохранения Российской Федерации, нашего министерства. Ну и самое главное, вот мы все-таки не подводим свою ассоциацию. И все наши вот 79 было у нас членов, они все у нас общими усилиями обучались. Сначала мы с Ириной Семеновной сами обучались, но и в этом году вот я думаю, и вот хотела бы спросить и услышать ваше мнение, особенно Светланы Герасимовны. Так, значит, те эксперты, которые были и все-таки они состоялись, они в основном большой процент составляет Национальный центр медицины. Но в то же время летний период у нас делается своя такая проблема, скажем так, да, как раз уже идет отпускной период и все такое, да. Ну и вот нынче я думаю, что к этим специалистам или вместо них должны добавиться коллеги с РБ-2, да, и с медицины центра города Якутска. Ну, вот эти вот наши учреждения все-таки вот со своими специалистами, нынче под вашим руководством все это неплохо провели, но я думаю, дальше надо флагман потихонечку отдавать другим лечебным учреждениям, потому что мы готовимся к своей аккредитации. Мы не зря взяли за это дело Национальный центр медицины. Мы сегодня уже знаем, каких девочек мы сегодня имеем, какие у нас есть эксперты. Ну а та, которая молодежь приходит вот от вас, нас просто сегодня, знаете, очень радует. Это действительно студенты, которые получили степень аккредитации. Вот это вот за это вам огромное спасибо. Ну и всему педагогическому составу хочется пожелать, чтобы еще, еще больше, не знаю, но качество выросло просто сразу за ним. Спасибо вам всем. Пока Николай Николаевич к нам поднимается, хочу сказать, что даже в Москве аккредитацию не прошли свыше 1000 выпускников. Поэтому было очень проблемно и большое совещание Министерства здравоохранения России было, что они не прошли. Они никак не могли верить, что вот наша аккредитационная комиссия так хорошо работала. Там тем более у нас разница 6 часов. Все это видео, аудио и вся информация через Москву идет, там оценивается, здесь только идет, там подводится, и оттуда удостоверение, все справка идет. Поэтому это очень большая работа, уважаемые. И я
расширять, но очень достойно мы вели наша аккредитационная комиссия. Николай Николаевич, Министерство образования. 2019 год является очень важным годом в системе профессиональной подготовки. Перед нами стоят очень большие цели и задачи. Направления развития у нас обозначены в указом президента страны, указом главы республики. И сейчас уже утвержден национальный проект образования. И в этом году мы начнем уже работу по реализации этого проекта. Уже в эти дни объявлен большой федеральный конкурс по обновлению материально-технической базы, и в котором вот Якутский медицинский колледж тоже обязательно будет участвовать. И очень надеемся, что их признают победителями. Вот. А медицинский колледж действительно является одним из передовых колледжей республики. Неизменно высокие показатели трудоустройства являются пионерами по аккредитации, то есть независимой оценке квалификации выпускников, по внедрению профстандарта педагога СПО, тоже пионеры в этой сфере. Также медколледж открывает интенсивно свои филиалы по всей республике, уже 5 филиалов, и надо отметить, что это без нагрузки на бюджет, то есть за счет своей активности, за счет работы с муниципалами, за счет работы с Министерством здравоохранения, местными больницами в районах у нас получают возможность для получения медицинского такого востребованного образования на месте. Это очень важно. Также почти каждый год открываются новые профессии, новые специальности в колледже. И вот по сегодняшнему публичному отчету заметил, что очень большие планы также по информатизации, тоже очень важное направление. В этом году мы будем вообще в системе среднего профобразования активно внедрять как минимум прием на обучение, будем стараться переход на электронную форму оказания вот этой услуги. Также, конечно, нельзя не отметить значительные достижения студентов колледжа в движении WorldSkills. И желаю коллективу медицинского колледжа, студентам, Дмитрию Афанасьевичу больших успехов и продолжать свою большую работу. Добрый день, уважаемые коллеги наши. Хотя с 2017 года от Министерства здравоохранения мы открепили наши медколледжи, да, отдали в Министерство образования и науки, но связь мы свою держим. Мы одно единственное министерство, которое до настоящего времени проводит ярмарку предварительного трудоустройства выпускников, то есть 100% мы гарантируем всем выпускникам наших медколледжей, которые находятся в нашей республике, трудоустройство. То есть предлагаем не один вариант, а даже несколько вариантов по трудоустройству в ряде медицинских организаций в пределах нашей республики и наших подведомственных организаций. Также мы целенаправленно работаем по предоставлению единовременных компенсационных выплат вашим выпускникам и нашим будущим специалистам. Это по программе «Земский фельдшер». Они получают единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей и работают в наших подведомственных организациях. Якутский медицинский колледж является одним из передовых в нашей республике. Это однозначно по подготовке выпускников, по выполнению плана КЦП и по ряду показателей. И из числа выпускников, это 70% наших специалистов являются выпускниками Якутского медколледжа. И очень отрадно, что из года в год идет расширение в плане открытия филиалов, да, непосредственно с участием наших центральных районных больниц, муниципальных. Мы также в Министерство вносим свою лепту
путем подписания соглашений с муниципальными образованиями для того, чтобы открыть данные филиалы, тем самым укомплектовать наши центральные районные больницы. И один из моментов является также аккредитация. С прошлого года введена первичная аккредитация Министерства здравоохранения Российской Федерации, и наши работники наших республиканских больниц помимо своей работы также участвуют в аккредитационных комиссиях, то есть помимо своей работы ведут и принимают экзамены не один раз, да, а несколько раз. Это не скрывается, путем идут навстречу, тем самым привлечь именно всех выпускников в первичное звено и также в республиканские городские учреждения. От имени Министерства здравоохранения хочу вас поблагодарить за тот состав, да, за тех выпускников, которых вы подготавливаете и которые считаются одним из лучших наших медорганизаций. Это ваши выпускники. Спасибо. Спасибо, Вера Владимировна. У нас нынче выпустилось еще больше, 433. Готовьтесь. Ну, мы очень уверены, что наши социальные партнеры в больнице рады всегда встречать наших выпускников и наших студентов. Пожалуйста, еще есть желающие? Достаточно? Закругляемся. Но, уважаемые, те, которые сейчас нас видели, слушали через YouTube-систему, и те, которые, проходя по проспекту Ленина, смотрели на улице, которые большие экраны, и здесь сидящие, и те студенты, которые активно сидят в другом кабинете, тоже слушают и видят вас. Хочу сказать большое вам спасибо за ваши теплые слова благодарности. Это все нас окрыляет, наш всех педагогический коллектив и наших студентов, которые хотят стать медицинскими работниками. Я всегда говорю, наши студенты, якутские медицинские колледжи, самые лучшие, которые выбрали себя помочь кому-то, сделать болезнь легче. Это уже с молодого возраста у человека, если такое желание есть, такое милосердие есть, и та культура от них, которая только что вы сказали, исходит, это говорит о том, что они самые лучшие. Культурный человек никогда плохое не сделает. Духовно богатый человек всегда будет развиваться и познавать. Без истории нету будущего. Поэтому мы дальше и продолжаем свою работу. Большое спасибо.